Вы знаете, каким человеком был Абу Бакр, да будет доволен им Аллах? Он не был крупным парнем, но у него было большое сердце. Сегодня у нас много крупных парней. Эти крупные парни используют это в неправильном направлении. И у нас не хватает сердца для истины. И в этом вся проблема. У нас достаточно продажных людей, достаточное количество мачо, которые пойдут и избьют невинного человека. Или кого-то, кто слабее их. Но сделают ли они когда-нибудь что-нибудь, что имеет преимущество ради Аллаха? Не сделают. Потому что это нанесет удар на их мужество. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, каков сильный человек. Он сказал, сильный человек — это тот, кто может управлять своим гневом, а не тот, кто может избить кого-то в этой жизни. Вы знаете, что за человек был Абу Бакр, да будет доволен им Аллах? Аиша, да будет доволен ею Аллах, рассказывает, он был худым. Он был таким худым, что брюки не держались на его бедрах. Он был настолько худым, что его глаза были впалые, что кости выступали на пальцах. Он не ходил с выпрямленной осанкой. Он на самом деле ходил нагнувшись. Говорят, Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, имел самое слабое тело. Но когда дело доходило до повелений Аллаха, он был самым сильным. Когда вы смотрите на мачо и делаете их образцами для подражания, то почему бы вам не сравнить их с пророком, саллиллаху алейхи вассалям? Пророк, алейхиссаляту вассалям, воевал с людьми. Для чего? Не для того, чтобы избивать людей, а для того, чтобы приблизить их к Аллаху. Во времена пророка, саллиллаху алейхи вассалям, был человек по имени Рукана. Он был бесспорным борцом своего времени. В те дни Умар ибн Хаттаб и Халид ибн Валид были борцами, но никто еще не побеждал Рукану. Как-то раз он пришел к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, и сказал: «О, Мухаммад, если ты победишь меня, я приму ислам». И пророк, алейхиссаляту вассалям, обрадовался. Он подбодрился и сказал: «Ты на самом деле примешь ислам, если понесешь поражение?» Он подтвердил: «Да». И он схватил Рукану и свалил его. Рукану еще никто никогда не мог даже сдвинуть с места до этого дня. Он подпрыгнул и, как обычно: «О, я не увидел. Моя нога поскользнулась». Но алимы воскликнули: «Вы видели?» Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, был готов. Он был готов драться с людьми, чтобы довести их до истины. Сравните это с нами. Вы знаете, это больное представление о мачо, что мы имеем сегодня. Эти больные понятия, что у нас, как кто-то делает кого-то сиротой, или тот, кто может подкинуть наркотики, кто может носить оружие. Вот образцы для подражания для нашей молодежи. Почему? Причина в том, что мы не смогли дать им альтернативных образов для подражания. Если бы вы рассказывали вашему ребенку о Халиде ибн Валиде перед сном, они бы не заглядывали к дилерам наркотиками. Если бы вы дали примеры Абдулла ибн Мубарака, они бы не смотрели на мелкое человечество с Голливуда. Но делали ли мы это? Нет. Мы рассказывали им о Золушке. Вот о чем мы им рассказываем. И Рукана встал снова и сказал: «Дай мне еще один шанс». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, схватил его вновь, оторвал от земли и свалил его снова. Рукана был в шоке. Такое не случалось с ним прежде. И пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал: «О, Рукана, если ты будешь держаться поблизости, я покажу тебе вещи могущественнее, чем это». И Рукана ответил: «Что может быть сильнее этого?» Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, указал на дерево, и это дерево вылезло с корнями из земли, стало перед пророком, саллиллаху алейхи вассалям, и свидетельствовало, что нет Бога, кроме Аллаха, и вы его посланник. Пророк, алейхиссаляту вассалям, обратился к Рукана и сказал: «О, Рукана, я сказал тебе держаться поблизости, я покажу тебе вещи могущественнее, чем моя битва с тобой». Но это была жизнь пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и такие примеры бесконечны. Мы живем в мелком обществе, в котором судят по тому, насколько красиво ты выглядишь. Итак, у него достаточно волос. Затем ты можешь стать премьер-министром, вот где Уильям Хейк проиграл. Вы знаете, что у вас красивая внешность, но это только снаружи. Если это то, на что вы смотрите, тогда есть кто-нибудь, кто может сравниться с внешностью пророка, алейхиссаляту вассалям. Джабир, да будет доволен им Аллах, говорит: «Я видел пророка, алейхиссаляту вассалям, в ночь полнолуния, и замер, посмотрев на лицо пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Я вновь посмотрел на полную луну, и на лицо пророка, алейхиссаляту вассалям. Я вновь посмотрел на полную луну, и снова на его лицо.
В очередной раз я посмотрел на полную луну. Он сказал: клянусь Аллахом, лицо пророка, саллиллаху алейхи вассалям, было более сияющим и более красивым, чем полная луна. Знаете, какую историю? Расскажите своим детям эту историю сегодня вечером о Зулейхе. Зулейха была женой Азиза. Она была уважаемой женщиной и как-то влюбилась в Юсуфа, алейхиссалям, который был рабом. Эта новость распространилась, что она влюбилась в своего раба. Другие уважаемые женщины начали говорить: знаете, мол, как она? Как же она влюбилась в него? Позвольте мне сказать в контексте, чтобы вы могли понять. Как же дочь Радж Сахиба влюбилась и так далее и тому подобное. Я не буду упоминать. Как же дочь Радж Сахиба влюбилась в него? Итак, Зулейха собрала всех женщин и дала им яблоки. Она сказала: разрежьте яблоко. Когда они начали резать яблоко, она сказала Юсуфу, алейхиссалям, пройти мимо. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: Юсуфу, алейхиссалям, была дана половина красоты человечества. И когда он проходил мимо, женщины настолько погрузились в его красоту, что когда они резали яблоки, они порезались сквозь пальцы и даже не почувствовали боли. Айша, да будет доволен ею Аллах, говорила: если бы женщины Зулейхи видели моего Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, они бы воткнули ножи в свои сердца и не почувствовали боли.